мы ехали на Айпетре, у нас по дороге поймали, и мы решили дать экскурсию. Ехали. Скажите здравствуйте. Привет. В общем, взяли мы экскурсии. Нашей первой остановкой должен был стать водопад Учансу, но он сейчас закрыт из-за обвала, и поэтому мы приехали на второе место. Это Черепашье озеро. На самом деле это пожарный пруд, и здесь живут черепахи. Сейчас пойду их искать. Ну и как водичка? Теплая? Сказали 7-9 градусов. Да нет, теплая. Теплее? Сам пруд небольшой. Ну, я не знаю, стоит ли сюда ехать только ради него. Я бы не поехала, наверное. Здесь очень много разных экскурсий. Все едут на Айпетре. А я сейчас пойду к роднику молодости. Омолаживаться. Ой-ой-ой, чуть не упала. Такой вот родник. А это вот этот родник? Ну, ты видишь, что вот, да. Ямка. Ямка. Из нее водичка. Водичка. Вон в трубу. В трубу. И в трубу. И там мы пьем. Ну рассказывай, почему пить не захотел? Не хочу пить. Не хочешь омолодиться? Не голоден я. Ни жажды не испытываю. Винограда переел. Пошли. Вторая остановка на нашем маршруте. Обзорная площадка. Так, туда, да, видимо? Люди оттуда идут. Чувствуется уже давление. Давит. Такой вот вид. Ого-го. Красиво? Дух захватывает. Сейчас мы идем к серебряной беседке. Почему она серебряная? Потому что смотришь на нее, когда искристо снег на ней, и кажется, что она серебряная. Вот эта беседка. Ой, вид там такой хороший. Ну ты читать-то будешь? Зоры читать. Экологические, это серебряная бревна, А-та-та-та. пиндикюль. На Вот горе такие Пиндикюль. гиды у нас хорошие. Высота 8,48 метра над уровнем моря. Мне кажется, или на этой стоянке больше машин, чем было на первой. Ну, побольше, да. Ну, виды поприятнее, покрасивше. Тротуар. Приехали на последнюю точку. Обзорная площадка, откуда открывается вид на Ялту. Прекрасно. Ну, последняя перед Айпетре. Рассказывай, как тебе экскурсия? Видимо, никак. Монумент памяти народным мстителям-партизанам Крыма, отдавшим жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками в Великую Отечественную войну. На ЮБК не было никаких сражений, как мне рассказывали местные, но здесь было очень сильно развито партизанское движение. И как сказал наш гид-водитель, вот это последняя точка перед самим плато Айпетри, где можно поесть, купить что-нибудь, чача, вино, вещи какие-то продают, сувениры. Потому что наверху там будет не такой большой выбор. Остальное только для вас. Потому что мы здесь И единственные. вино домашнее? Конечно. А какие сорта винограда? Чауш, тайфи. Слышали такие? Нет. Бастардо. Бастардо знаю. А вели меня на обзорку все-таки. Шашлык, плов, лагман. Можно поесть, перекусить и выпить. Все, дальше нас пересадили в микроавтобус и везут на кордон. Это я думаю.
Это YouTube. Блогеры, да? Ну, типа. Расскажете что-нибудь? А что рассказать? Где мы находимся? Что за место? Это первая локация Айпетри плато. Поселок Охотничий, лыжный городок. Лыжный городок. Да. Вот обратите внимание, с задней стороны видите, у нас зимой проходят лыжные эти катания. Вот так, если прямо 4 километра проехать, то можно доехать до 26 километра, где находятся 3 подъемника. И все катаются на лыжах, на сноубордах. А до самого вот этого верхнего подъемника Айпетри далеко отсюда идти? Пешком? Да. До него 2,8 километра. Ну, по Это прямой вот, идем, да? Оттуда, откуда мы выехали, вот там будет поворот. Если мы сейчас повернули направо, чуть дальше, налево, и по прямой. А если вот там, где я вас взял, по хребту пройти, будет ровно километр 200. Ну мы идем по прямой, да, без всяких подъемов. Нет, там будут 2 подъема, 2 спуска, и потом спуск уже будет только... Они на- тяжелые, нет? Да нет, у вас минут 20-25. А вот это вот пузыри там такие, как бы круглые такие штуки, это что такое? Это воинская часть ПВО. Туда не А, зайти, ему думаю, да? это обсерватория. Все, вот этот кордон, правильно? Да. Приехали. Вот дальше. Все, мы приехали на место нашей ночевки. Сейчас я зарегистрируюсь, а потом проведу экскурсию. Где мы, что мы и все такое. Первым делом сделала себе кофе. О, здесь так много мух. Идем ставить палатку. Вообще палатки ставят на этих вот настилах деревянных, но мы решили поставить ее на земле. Выбрали место. И сейчас все сделаем и потом пойдем гулять. Вот это главный вход на кордон у Айпетри. Идем по дороге, прямо. Вон там вот домик, контрольно-пропускной пункт, где мы отмечаемся, показываем разрешение. Вот это вот настилы для палаток, мангальная зона, костровище, скамейки и обеденная зона. И вон там стоит наша палатка. Сейчас пойдем исследовать территорию. А завтра с утра уже пойдем на Айпетри. Айпетри находится у нас вон там вот. Туда вот куда-то идти, да. Там у нас по программе пещеры, скорее всего, и подвесной мост. А пока погуляем тут в округе, посмотрим, что здесь имеется. Тоже здесь ходит очень много людей зад вперед. Я так понимаю, что здесь есть какой-то турмаршрут пешеходный, по которому все гуляют. А главное, здесь тихо. Мне кажется, это единственное, ради чего я сюда приехала. За тишиной. Ну, кроме мух, конечно. Мухи идут в придачу бонуса. Красиво? Слушай, ну это лучше, чем нас возили на эти обзорные площадки. Тут прям
там вообще. Офигеть, как Ялта, страшно. А он что за домик? Ну какой-то вот домик, помнишь, он рассказывал про генерала, который жил тут в лесу? Шишков, который дорогу строил. Да, это вот, наверное, тот его и есть дом. Исследовали местность. Теперь идем на Айпетри, на плато. В общем, решили прогуляться, проверить дорогу. Вот это охотничья, а здесь нет прохода. Поэтому придется идти по дороге. Это уже завтра. Вот здесь такой вид хороший. Обходим это место. Слушайте, ну здесь прям очень хорошо. Прохладно. Нет такой изнывающей жары. Мне прям нравится. Недоделанный ветряк. А мы идем дальше. Все, идем по дороге, и вот с левой стороны вот это вот верхняя станция канатной дороги. Вот туда мы и направляемся. Прошли 2 километра здесь с небольшим, но в общем 2,5 будет до канатной, до этой дороги. Чуть-чуть вот она впереди. Вот она здесь. Вот так выглядит эта деревня охотничья. И вон там вот обзорная, куда мы ходили. Опять решили зайти в кафе. Сейчас пройдем, посмотрим, где что есть. Выберем. Хоть что-то горячего, я не знаю. Зашли в кафе на обед. Цены, конечно, не бюджетные ни разу. Принесли мне лагман, чай. А этот человек в ожидании своей еды. Картошечка. Попросила, чтобы мне сделали кофе. И сейчас буду есть, наконец-то. Ну и Сергею принесли картошку. Хорошо пожарено? Не знаю, смогу в очках нормально прицелиться или нет. Вон там внизу Бирюзовое озеро. Я думаю, сюда стоит приехать, вот как мы. А только вот из-за таких видов. Они просто шикарные. Здесь такие классные фотографии можно сделать. Итак, что мы имеем? Мы поднялись уже наверх. Хотели пройти, но засада. Тут все огорожено. Я так полагаю, что нужно идти вон туда вот вниз, к дороге. И там уже проходить к верхней станции канатной. Их 3, но я в 2 идти не хочу, там где эти сталагмиты, сталактиты. Я их уже видела в Грузии, в той же самой. У меня, по-моему, видео, кстати, есть на канале про эти пещеры. Если найду, оставлю ссылку. А есть пещера Трехглазка, где князь Воронцов, если не ошибаюсь, хранил свое вино. То есть возили вот снизу, из Воронцовского дворца сюда. Мы почти пришли. Вот верхняя канатная станция. Вон там подвесной мост, куда мне лично лень подниматься. Ну все, мы пришли. Прям как-то цивилизацией запахло сразу. Людей, на мой взгляд, прям совсем немного. Вот такая вот парковка. Сейчас сходим вон в ту сторону. Да, у меня тут есть кофе. Сходим на ту обзорную площадку, а потом вон на ту и подумаем, успеем мы сходить на тот мост или нет. Потому что нужно ехать обратно в деревню уже. А автобусы здесь ходят по расписанию. Ну, не здесь прямо, а в нашу деревню. Здесь есть кафе с музыкой.
И вон внизу канатная дорога, по которой мы спустимся. Так, вон там, значит, выход на посадку. Билеты заранее не покупаются. Подходишь, покупаешь и едешь вниз. Интервал движения каждые 7 минут. В общем, нас не пустили на канатную дорогу, потому что в правилах прописано, что нельзя проводить в багаже ножи, газовые баллоны и все такое прочее. Ну да. Так мы из кемпинга, у нас был с собой нож. Поэтому мы сейчас поедем на бомбилах вниз до автовокзала. Вход на посадку, это вот верхняя станция. Тут знаменитые зубцы, вот они. Сейчас нам предлагают на квадроцикле вниз спуститься за 2000. В итоге едем на этом микроавтобусе. Договорились за 600 рублей до автовокзала Ялты. Рассказывайте ваши впечатления об Айпетри, о кемпинге. Стоит ли сюда приехать? Приехали бы вы сюда еще раз или нет? Плюсы, минусы. Приедем еще раз. Плюсы, минусы вполне того и другого. Давай другого. Ножи, топоры брать нельзя. Да. Все равно привезем. И газовый баллон с собой еще возьмем, да? С плиткой. Но мы тут еще не покатались по вот этим канатным дорогам, которые вот там вот наверху свистят и визжат. Которые, да, не сняла. А их отсюда не видно. Так. Сейчас их не видно. Вот в следующий раз приедем и будем смотреть на них. Это было пока, да? Это Гая. Все, до свидания. Гаси.